В прямом эфире телеканал «Якутия-24». Вы смотрите итоги дня. В студии Влад Давыдов. Смотрите сегодня. Зеленый свет по Кирово будет дан. Проезд по участку дороги перед ДП-1 в столице откроют через неделю. Что осталось сделать и как население встретило эту новость? Первые 350 работников приедут в поселок в Верхнемунском месторождении уже летом. В каких условиях будут проживать вахтовики? С приходом весны приходят и проблемы. В доме по Крыжановского в столице люди жалуются на плохие условия. По всему объекту течет крыша. Как быть жильцам? Сократить число ДТП на трассах. В Алдане ГИБДД проводит рейды. Там все серьезные аварии из-за превышения скорости. Долг Родине. День призывника отметили в Нерюнгринском районе. На собрании проводили на службу будущих солдат. Вскрытие реки Лены в районе города Якутска ожидается 15 мая. Паводок ожидается более чем сильный, чем в предыдущие несколько лет. Это связывают с тем, что толщина льда в районе Якутска на 30 сантиметров больше нормы. Сейчас среднесуточная температура апреля и мая будет превышать среднее многолетнее значение, поэтому особое внимание уделяют подготовке к паводку с точки зрения оборудования пунктов временного размещения. Большое внимание также уделяют местам возможного обрушения берега. Под угрозой ряд жилых домов в Хатассах и в Пригородном. Специалисты на местах ведут подворовый обход. После этого станет известно, сколько точно людей проживает в зоне возможного затопления. Очень важный вопрос для столицы – это вопрос водоснабжения. В этой части работы будут проводить по линии водоканала. Вот что сказал мэр столицы после совещания по паводковому вопросу. Мы ожидаем, что паводок будет все-таки более сильный, чем вот предыдущие несколько лет, в связи с тем, что толщина льда у нас на 30 сантиметров где-то в районе города Якутска больше нормы. Вот. И сейчас среднесуточная температура и апреля, и мая она будет превышать средние многолетние значения. Поэтому сейчас особое внимание мы уже уделяем подготовке к паводку с точки зрения оборудования пункта временного размещения, с точки зрения подготовки ПГС, песка для тех сооружений, которые, может, нам придется временно делать так. Готовимся мы также уже к отгону скота. Ну а в реку Яна могут попасть нефтепродукты во время паводка. Об этом сообщили в Министерстве охраны природы региона. Угроза появилась из-за затопления теплоходов на правом берегу Яны в поселке Нижнеянск Устьянского района в сентябре 2016 года. При осмотре в одном из затонувших судов обнаружили подсланивые воды и нефтепродукты. Как отметили в ведомстве, прокуратурой подано исковое заявление в суд в отношении Арктической транспортной компании, чтобы они организовали откачку и удаление нефти из емкостей частично затонувшего судна. К другим новостям. Доходы главного финансового документа Якутии увеличатся на 4 с лишним миллиарда рублей. Депутаты Илтумен рассмотрели изменения в закон о госбюджете. Законопроект предусматривает изменение основных параметров доходов и расходов. Изменения доходной части связаны с увеличением безвозмездных поступлений по решениям правительства России по распределению дотаций, субсидий, субвенций и других межбюджетных трансфертов. Добавлю, что по состоянию на 1 марта госбюджет республики исполнен по доходам в сумме почти на 12%. Большей частью направлены 1,5 миллиарда на дополнительные выплаты зарплаты и пенсии до прожиточного минимума и достаточно большого объема, около 1,5 миллиарда рублей. Это 600 с лишним миллионов на создание дополнительных мест с 2 месяцев до 3 лет. И около 800 миллионов рублей это на развитие социального развития точек экономического роста субъектов из федерации, входящих в федеральный округ.
Ну а депутаты Ленского района рассмотрят изменения в местном бюджете. На очередной сессии обсудят более 10 вопросов. Они касаются внесения изменений в устав района, утверждения местных нормативов градостроительной политики, подготовки к весенне-полевым работам. В частности, речь пойдет о программах, согласно которым закупят 2 водовозки и 2 автомашины для перевозки техводы. Также увеличен фонд поддержки малого предпринимательства в части предоставления кредитов и выделены деньги на субсидирование перевозок в Витим и Пилидуй водным транспортом. Рассмотрение запланировано на 4 мая этого года. Алроса открыла представительство в Мумбаи. Крупнейшая в мире алмазодобывающая компания запустила в работу офис на территории индийской алмазно-бриллиантовой биржи. Известно, что Индия – это крупнейший центр производства бриллиантов. По разным оценкам в ней граница от 70 до 90% всех алмазов планеты. В 2017-м Алроса напрямую поставила компаниям из Индии алмазное сырье на сумму около $700 миллионов. Представительство не будет вести торговую работу, а сосредоточится на развитии связей с местным рынком, расширением клиентской базы и консультированием клиентов. Первые 350 работников приедут в поселок в Верхнемунском месторождении уже летом этого года. Там вышли на финишную прямую и занялись отделкой помещений, предназначенных для проживания вахтовых рабочих. Поселок под куполом. Так неофициально называют территорию и объекты строительства сами рабочие. В каких условиях будут проживать вахтовики на Муне? Сюжет коллег из Алмазного края. На Верхнемунском месторождении кипит работа. Здесь возводят современный и комфортабельный вахтовый поселок, который уже к концу лета будет готов принять первых жильцов. Так будут выглядеть номера для работников Верхнемунского месторождения. Здесь есть для проживания все. Новая корпусная мебель, кровати, телевизор, светильники. А также имеется раздельный санузел. Я попрошу оператора показать душевую кабину. Вот она, душевая кабина. Очень теплые тона плитки и санузел. Также в секции имеется очень большая, комфортная гардеробная. Здесь, собственно, можно оставлять будет верхнюю одежду, а также обувь. Это пока пилотный номер. Секция рассчитана на 2 комнаты, то есть на 4 человек. Первые жилые секции комиссия уже приняла, правда, с небольшими замечаниями. Их устранят в ближайшее время и учтут при отделке других номеров. Основные работы по грязной отделке, по грязным работам уже сделаны. Сейчас приступили к финишной отделке, такие как укладка линолеума, монтаж потолков, установка дверей, сантехники и так далее. То есть не первый год уже строим, в срок вкладываемся. В августе объект будет готов к заселению. В одном из 3 корпусов отделочные работы практически завершены. Параллельно приступили к ремонту столовой. Здесь одновременно смогут разместиться 80 рабочих. Строители говорят, все материалы для ремонта уже завезены. Ждут мебель и оборудование. Мебель будет вместе с оборудованием столовой завозиться в навигацию в первых числах навигации. То есть это конец мая, начало июня. Для того, чтобы также в срок до августа произвести все работы, то есть уже по сборке мебели. Этот объект здесь неофициально называют поселок под куполом. Его планировка такова, что работники смогут перемещаться между зданиями, не выходя на улицу. А это особенно актуально с учетом приполярных морозов. Ирина Балкова, Денис Сиротин, телеканал «Алмазный край». 507 тысяч унций драгоценных металлов произвела компания «Полюс» в первом квартале этого года. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года компания нарастила объем производства драгметалла на 13%. Увеличить этот показатель удалось благодаря росту выпуска золота на месторождении Олимпиада в Красноярском крае. За 3 месяца добыча руды на месторождениях выросла на 2%, а объем переработки увеличился на 28%. Существенный рост переработки произошел за счет запуска ГОКа на Колыме. Кроме того, на месторождении Куранах в Алданском районе республики производство драгметалла увеличилось на 13%.
Сейчас короткая реклама. Оставайтесь с нами и смотрите во второй половине итогов дня. Зеленый свет по Кирово будет дан. Проезд по участку дороги перед ДП-1 в столице откроют через неделю. Что осталось сделать и как население встретило эту новость? С приходом весны приходят и проблемы. В доме по Крыжановского в столице люди жалуются на плохие условия. По всему объекту течет крыша. Как быть этим жильцам? Сократить число ДТП на трассах. В Алдане ГИБДД проводит рейды. Там все серьезные аварии из-за превышения скорости. Долг Родине. День призывника отметили в Нерюнгринском районе. На собрании проводили на службу будущих солдат района. Яркие коллекции одежды от восходящих кутюрье. В Якутске пройдет полуфинал международного конкурса молодых дизайнеров «Русский силуэт». Как идет подготовка к шоу? Это Якутия-24. В прямом эфире мы продолжаем итоги дня. Золотоизвлекательная фабрика должна быть введена в строй в Южной Якутии во второй половине текущего года. Ее площадь составит 12 тысяч квадратных метров. В год там планируют перерабатывать почти 12 миллионов тонн руды с нового месторождения под названием «Гросс». Строительством занимается компания Нерюнгри Металлик. После выхода на проектную производительность на фабрике и всем металлургическом комплексе рудника будут трудиться 340 человек. Общее число сотрудников месторождения таким образом составит около 800 человек. Проект отвечает всем необходимым условиям севера. Здания и конструкции рассчитаны на сейсмичность до 8 баллов и могут функционировать при 60 градусах мороза. Месторождение «Гросс» находится вблизи действующего рудника Нерюнгри. Балансовые запасы оценивают в 136 тонн золота. Также в Нерюнгринском районе отсчитывают дни до запуска обогатительной фабрики «Денисовская». Ее построили в сжатые сроки. И, по мнению специалистов, объект – яркий пример сотрудничества России и Китая. Совместную работу вели, как известно, на всех стадиях продвижения проекта, от проектирования и строительства до запуска предприятия в эксплуатацию. Для переработки углей на фабрике впервые в России применили технологию, разработанную пекинской компанией. Ее суть в полном исключении негативного воздействия на окружающую среду. Поставлять коксующийся уголь планируют как на внутренний рынок, так и в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Запуск обогатительной фабрики «Денисовская» запланирован на 26 апреля. Егор Борисов сегодня работает в Москве. Как сообщает наш корреспондент в столице страны Татьяна Черемкина, в эти минуты он проводит совещание с председателем правительства республики Евгением Чекиным и председателем парламента Александром Жирковым. Премьер-министр Чекин доложил о ситуации в республике. В частности, речь шла о завозе грузов в северные и арктические районы и подготовке к пожароопасному сезону. Также говорили о предстоящей сессии Госсобрания Илтумен, которая пройдет в конце апреля, где ожидается внесение поправок в государственный бюджет республики. Арктический вектор под таким названием в столице прошла научная практическая конференция. Ее посвятили 125-летию со дня рождения Романа Шадрина и 25-летию Академии наук Якутии. Участники затронули актуальные проблемы политической, экономической и культурной трансформации народов, проживающих в регионе, говорили и об адаптации и взаимодействии социальных общностей в Арктике, развитии и регулировании этносоциальных процессов в арктических и северных районах республики. Я надеюсь, что данное мероприятие станет еще одним шагом для привлечения внимания к проблемам Арктики, проблемам коренных малочисленных народов Севера, а также к принятию тех мер, которые сегодня необходимы для устойчивого развития этого важного для нас региона. В Нерюнгри каждая пятница будет считаться днем уборки. Сегодня в городе стартовал трехмесячник по санитарной очистке, озеленению и благоустройству, который продлится до 20 июля. За предприятиями, организациями и учреждениями закрепили городские территории. Кроме того, они каждую пятницу должны обеспечить проведение уборки собственных и прилегающих территорий в пределах 15 метров
Это от границ участков с одновременным вывозом мусора. Администрация призывает нюрнбергенцев не оставаться в стороне и общими усилиями навести у себя в городе чистоту и порядок. В Якутске пройдет полуфинал 12-го международного конкурса молодых дизайнеров под названием «Русский силуэт». Модный показ состоится 23 апреля в историческом парке «Россия. Моя история». Событие состоится в рамках всероссийского конкурса молодых дизайнеров «Fashion Boom». Сюжет нашего корреспондента Саргаланы Федоровой. За 3 дня до показа вовсю кипит работа. Авангардные, традиционные, этнические мотивы. Над смелыми образами трудятся молодые дизайнеры. Образ путешественников воплотили в коллекции «Пилигримы». Костюмы готовится представить Вера Дордосова. Это ее 2-я коллекция. У меня вот эти вот джинсы уже были. Я захотела сделать из них коллекцию. И когда увидела вот эту палитру, я представила сразу плащ. И вот из этого пошло. Я хотела сделать молодежное, в своем вкусе. Хотела свой стиль показать. Обладатель гран-при конкурса прошлого года Айталина Айнитова коллекцию «Орлы» создала по мотивам фильма «Тыгын-Дархан». В этом году в ноябре состоится конкурс «Русский силуэт». И я добавила к своей коллекции аксессуары. Они сделаны из металла и кости. Простые традиционные формы и свободный крой. Современная коллекция «Прет-а-порте» создает образ сильной, свободной женщины. Для пошива коллекции использованы джинсовые костюмные ткани в сочетании с хлопковыми и шифоновыми материалами, что подчеркивает женственность и изящность. Есть и мужские модели из натуральной кожи и меха волка. Прообразы коллекции – ловкие и быстрые люди, охотники в современной интерпретации. Декоративную отделку выполнили в трафаретной технике. Это моя первая коллекция, я впервые буду участвовать. Моя любимое животное – волк. Поэтому я хотела создать какую-нибудь коллекцию из меха волка. И придумала мужской жилеты из волка. Конкурс пройдет по 2 направлениям – дизайн одежды и аксессуары. За 5 лет на подмостках фэшн-бума успешно выступило 1000 начинающих дизайнеров. На суд жюри и зрителей представят работы молодые дизайнеры из 8 образовательных организаций. Возможно, вскоре именно они будут диктовать новые тенденции в мире моды. Дизайнеры поборются за возможность представить собственные коллекции в финале конкурса, который пройдет осенью в Гостином дворе в Москве. Саргалана Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. Хозяева квартир дома по Крыжановского 75/1 в столице жалуются на плохие условия проживания. По всему объекту течет крыша. Это влечет за собой целый ряд бесконечных проблем. Сюжет Кристины Якуповой. Жить в таком доме просто невозможно. Ежегодно топит крышу с 5-го по 1-й этаж. На стенах образовалась плесень. Жалко, что телевизор не передает всех запахов. Как жить-то? Ничего не хотят делать. И вот я говорю, тоже кровля. Слабая кровля, мы не можем ее очистить. А нас всех топит. Квартира Надежды Зиль находится на 1-м этаже 5-этажки. В прошлом году сделала ремонт, но от красивых обоев ничего не осталось. Крыша дома не защищает жителей от непогоды. Текут стены, потому что не сделано ничего нормального. Плесень, от этого болезни начинаются. Я говорю, постельная гниет. Плачевно все у нас. Очень. Хочется лучшего. Чтобы мы жили все-таки в хороших условиях, а не так. Вот так и живем. Вот эта сырость постоянная у нас в квартире. Отсюда у нас туберкулез, отсюда у нас рак легких. Михаил живет на 5-м этаже. Ведра стоят у порога все время. Весной или когда дождь идет, сверху капает все время возле входа. И так живем. На действенные меры жители дома уже перестали рассчитывать. Переговоры с управляющей компанией длятся не 1 год. Проблемы при этом остаются нерешенными. Пятница, время 16:00. Работников управляющей компании нет на месте. Вот так работают коммунальщики. И что-то подсказывает, что через месяц они потребуют оплату за некачественные услуги. В итоге жители дома останутся со своей проблемой.
Кристина Якупова, Павел Пахомов, Семен Семенов, Якутск. Проезд по улице Кирова в столице откроют в День Республики 27 апреля. Речь идет об участке дороги перед Домом правительства. Его перекрыли еще в 2012 году. С тех пор этот отрезок улицы стал большой парковкой перед ДП-1. Население за эти годы неоднократно поднимало вопрос об открытии проезда для удобства передвижения по центру. Вопрос с мертвой точки сдвинули активисты ОНФ в республике. Репортаж Саргаланы Захаровой. Сейчас я, по сути, стою на проезжей части. Здесь по краям еще видно разметку парковки. Она останется. А вот эти машины уберут ограждение и откроют проезд для общего пользования. Добивались этого общественники с 2012 года. Как улицу перекрыли. В марте идея открытия улицы попала в тройку проектов программы «Комфортная городская среда». Проголосовали 16 тысяч якутян. Егор Афанасьевич просил в свое время, когда мы встречались, он просил проанализировать вопрос открытия этой улицы. Мнение людей сейчас оно главенствует, поэтому я думаю, что он также поддерживает наш проект. Подчеркну, что мы не используем каких-то бюджетных средств на это, полностью все за счет частных финансов, спонсоров. Нам нужно демонтировать, точнее перенести светофорный объект, который вот сзади меня расположен. Он в настоящий момент установлен не в соответствии с ГОСТом. По закону светофор должен стоять на расстоянии от полуметра до 2 с края проезжей части. В данном случае он находится посреди дороги. Сейчас это главная помеха. Автолюбители уверены, зеленый свет на улице Кирова вскоре загорится. Водителям лучше будет, наверное. В пробках никто не хочет стоять. Ну и так у нас. Всякое бывает. Чрезвычайные ситуации, например, всякие. Необходимо надо. Ну, чтобы было сквозное движение, а то вот пробки там все. Ну, неудобно. Приходится объезжать. Когда ограждение уберут, то протяженность улицы Кирова с беспрепятственным проездом от улицы Лермонтова до Преображенской церкви будет составлять 1,5 километра. Это ровно столько же, насколько тянется главная улица столицы – проспект Ленина. Возникает вопрос, не станет ли она гоночной трассой для лихачей. Надеюсь, что здесь будет какой-то скоростной режим соблюдаться, потому что очень много жилых домов, и не хочется, чтобы гонщики ночные портили ночной покой наш. Тут, наверное, расширить или как? Тут побольше сделать для стоянок. Есть и более оптимистичные взгляды. Стоят светофоры, поэтому сильно не гонять не будут, но зато это разгрузка будет этой улицы. Раньше же он был открыт, и было нормально. Ничего не будут они гонять. Потому что в центре города такого лихачества нет. В любом случае, еще нужно пересмотреть расположение разметки и знаков дорожного движения. Открыть сквозной проезд планируют 27 апреля, в День Республики. Саргалана Захарова, Николай Необутов, Якутск. Авиакомпания «Полярные авиалинии» открывает сезон социально значимых маршрутов по направлениям Маган-Сангар и Ленск-Витим. Летать будут 3 раза в неделю. Как известно, с 1 января «Полярные авиалинии» уже выполняют социально значимые дотационные рейсы внутри районов на воздушных судах Ми-8, Ан-2, Ан-3 и Пилатус. За 3,5 месяца работы выполнили уже 90 рейсов. Основной пик перелетов приходится на летний период, к которому воздушные суда и экипажи авиакомпании готовы на 100%. Сейчас они выполняют полеты в Нижнеколымском, Булунском, Устьянском, Момском и Ленском районах. До аэропорта Сангары стоимость авиабилета будет составлять 14 тысяч рублей. И по маршруту Ленск-Витим стоимость авиабилета будет составлять порядка 4,5 тысяч рублей. Это рейс дотационный, то есть специально для населения республики. Ленск-Витим будет выполняться ежедневно, 5 раз в неделю, по маршруту Маган-Сангары 3 раза в неделю, по 1, 3, 5 дням. Из Магана вместимость будет 15 человек, из аэропорта Ленск-Витим 9. Сотрудник мини-молокозавода в Мирном признан виновным в причинении смерти по неосторожности. Напомню, год назад при стерилизации молочной тары оторвалась крышка автоклава, находившегося под высоким давлением. От удара отлетевшей крышкой и корпусом самого этого автоклава погибли упаковщица, укладчица и слесарь-оператор. Еще 2 работницы цеха получили ожоги и были госпитализированы.
Завершено расследование уголовного дела по обвинению сотрудника совхоза «Новый» АК «Алроса» в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это причинение смерти по неосторожности. Приговором суда подсудимый признан виновным и приговорен к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. В Ниренгринском районе, по данным за прошлый год, возросла смертность на дорогах. Об этом заявили в администрации района. В целом количество ДТП осталось на прежнем уровне. При этом зарегистрирован рост аварийности с участием несовершеннолетних в возрасте до 16 лет. Ну а в Алданском районе большинство ДТП с серьезными последствиями происходит на федеральной трассе. Основная причина таких аварий – превышение скорости. Чтобы сократить число подобных случаев, местная ГИБДД проводит регулярные рейды. Репортаж Татьяны Вахниной из Алдана. На 647-м километре автодороги Лена между Алданом и дачным поселком Тамарак дежурит старший инспектор ДПС Алексей Гарифулин. Трасса пуста, однако видеозаписывающий измеритель скорости бинар издает сигнал. Это означает, что создана опасная ситуация. В ближайшие секунды в поле зрения появится автомобиль, несущийся на огромной скорости. Водителю придется заплатить штраф. На данном участке дороги разрешено двигаться не более чем 50 километров в час. В 2017 году зафиксировано было 4 дорожно-транспортных происшествия, в котором 10 человек пострадало, 2 из них – дети. Большинство аварий от общего числа ДТП происходит на федеральной дороге. Основной причиной становится превышение скорости. Сотрудники ДПС отмечают, что количество нарушений возрастает в ясную погоду. В затрудненных метеорологических условиях водители все же помнят об осторожности. Вот я работаю здесь уже 2-й час, выявлено 8 нарушений. Профилактические мероприятия «Контроль скорости» сотрудники ДПС проводят регулярно. Главная цель – снижение количества дорожно-транспортных происшествий. Нарушители привлекаются к ответственности. Штраф от 500 вплоть до лишения, от 500 рублей вплоть до лишения правил управления, от 4 до 6 месяцев. Ситуация как на межпоселенческих, так и на городских магистралях остается напряженной. Профилактическую работу сотрудники ГИБДД по Алданскому району ведут постоянно. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. День призывника отметили в Ниренгринском районе. На собрании проводили на службу будущих солдат. Сергей Козюра подробнее. Ниренгринский район провожает на службу будущих солдат. В день призывника силами военкомата и местных властей для призывников организовали празднично-патриотическое мероприятие, где ребята встретились с воинами-интернационалистами, получили слова напутствия из уст представителей власти, а их родители смогли получить консультацию и узнать, что ждет их солдат после отправки из призывного пункта. Высказываем свои сокровенные пожелания, даем напутствие, исходя из личного опыта, допустим, из личного жизненного, из личного служебного опыта, чтобы мальчишки приходили в войска, чувствовали себя уже более освоенно, более уверенно. Впереди у ребят год службы. Год, чтобы из мальчишки перерасти в настоящего мужчину. Привести тело в форму, стать более ответственным и сосредоточенным. Научиться отвечать за свои слова и поступки. Освоить новые профессии и занятия. Найти новых друзей. Отдать долг родине. Это подготовка настоящих мужчин, которых в наше время не так уж и много. С боевым настроением. Войска, куда возьмут, туда и пойду, куда позовут. Я тоже с боевым, но хотелось бы в какие-то элитные войска попасть. Из ворот Ниренгринского военкомата ежегодно отправляются на военную службу более 150 человек. Сейчас в районе проходит весенняя призывная кампания, которая продлится до 15 июля. Сергей Козюра, Екатерина Павлова, Ниренгри. Якутская команда представлена на всероссийском чемпионате по брейн-рингу. Игру покажут 20 апреля по НТВ в 22:15. Тренер якутской команды Татьяна Тарасова, известный игрок в брейн-ринг. Ну а 26 апреля в Ленске состоится интеллектуальная игра «Люблю свой край родной». Она приурочена ко Дню Конституции Республики и проводится в рамках празднования 275-летия Иркутско-Якутского почтового тракта и 55-летия города Ленска. Цель игры – повысить правовую грамотность молодежи. В столице стартовал 11-й республиканский турнир по мини-футболу Кубок Ирбиса. Соревнования возродили после 7-летнего перерыва. Александр Зубехин подробнее. Всего 8 команд, 5 из Якутской и по одной из Мирного, Усть-Алдана и Махсагалоха. Дружины разделили на 2 группы.
Команды, соответственно, бьются за то, чтобы набрать очки в сегодняшней игре, чтобы занять место первое или второе в своей группе. Победитель всего турнира, да, кроме, естественно, кубка, да, призов, медалей, грамот, получит еще и денежный приз. Одержать победу будет непросто. В турнире участвуют действующие чемпионы Якутска, команда «Союз Авто». Однако шансы на победу у всех равны. Хорошая команда, это Ирбис, Союз Авто. Мы не видели, посмотрим, что собой представляет Мирный, Полярник. Так что все команды ровные, 8 команд ровные. Я думаю, что игры будут очень интересные. Приглашаем болельщиков прийти поболеть за якутский футбол. Первая игра турнира показала, победить может каждый. Команда из Максагалоха рано радовалась забитому мячу в ворота команды «Зарядью США-4». Уже во втором тайме команда из Якутска забила 2 мяча. Счет 2-1 в пользу столичных футболистов. Там в углу стоял справа. Доставили мяч, хотел прострелить. Все, передачу даю, и отскок пошел. И сразу, недолго думая, бить начал. Последний победный гол забил. По ситуации вратаря смотрел, как он стоял. Выходил, стоял на ленточке. В угол пробил низом, четко. Все. Это Полярник, нехорошие пацаны, бегающие, все молодые. Ирбис тоже, мужики опытные, поигравшие в высшей лиге столько лет. Игры тяжелые будут. Каждый день по 4 игры. 2 команды из каждой группы выйдут в итоге в финальную часть. Победителей и призеров определят 22 апреля. Александр Зубехин, Николай Необутов, Якутск. Таковы итоги дня. Смотрите телеканал «Якутия-24» и будьте в курсе.